В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Праздник весны и труда отмечают сегодня россияне. Массовых мероприятий в столице региона не будет. Реконструкция взлетно-посадочной полосы Якутска перенесена. Рейсы в Москву и Санкт-Петербург будут прямыми. Международный турнир по вольной борьбе памяти Романа Дмитриева продолжается в столице республики. Глава республики Айсан Николаев поздравил якутян с 1 мая праздником весны и труда. Сегодня мы по традиции чествуем тех, кто славит родную Якутию своим талантом и профессиональным мастерством, обеспечивает ее благополучие и процветание. Глава отметил, что из-за сложной эпидемиологической ситуации мы второй год вынуждены отказаться от привычных шествий по центральным улицам. Ради общего блага мы должны провести первомайские выходные дома в кругу своей семьи. Особые слова благодарности Айсан Николаев адресовал врачам, медицинским работникам, на чьи плечи легла борьба с распространением коронавируса. На майских праздниках особое внимание уделяют защите пожилых и ветеранов в Якутии. Глава региона в ходе совещания с главами районов попросил исключить участие пожилых и ветеранов во всех мероприятиях, кроме дистанционных. Также он распорядился провести в неучебные дни дезинфекцию школ, детских садов и всех образовательных учреждений. Проверить их обеспеченность дезинфицирующими средствами, рециркуляторами, термометрами и следить за соблюдением санитарных мер на оптовых точках и в торговых центрах. Между тем, ограничительные меры из-за распространения коронавируса продлили в Якутии до 31 мая. Отменяется режим самоизоляции для работающих граждан в возрасте старше 65 лет. Также граждан, имеющих хронические заболевания и состояние иммуносупрессии. А неработающие старше 65 и страдающие хроническими недугами остаются на самоизоляцию. Дачные автобусы начнут курсировать в Якутске с сегодняшнего дня. Маршруты номер 121, 123 и 124 до дачных участков, расположенных по Вилюйскому и Нанцирскому трактам, будут отправляться по установленному графику. Стоимость проезда 44 рубля. Отмечается, что в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в автобусах регулярно проводится уборка, дезинфекция и озонирование. График движения разместят на сайтах мэрии и МУП ЯПАК. Реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту столицы республики перенесли. Так, рейсы, вылетающие из Якутска в Москву и Санкт-Петербург до 23 мая этого года будут прямыми без ранее заявленной технической посадки в Барнауле. Ранее работы планировали начать с 1 мая по 1 октября. При этом ремонтные работы не предусматривают закрытие аэропорта. Работы запланированы в рамках госпрограммы развития транспортной системы и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. В Нерюнгри состоялась 21-я очередная сессия 6-го созыва районного совета депутатов. На повестку дня были вынесены 8 вопросов. Более подробно в сюжете наших коллег. Главными темами слушаний стали отчеты о деятельности контрольно-счетной палаты и о результатах приватизации муниципального имущества Нерюнгринского района за 2020 год, внесение изменений в решении об осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению выплаты вознаграждения педагогическим работникам образовательных учреждений за выполнение функций классного руководителя и утверждение отчета главы муниципального образования Нерюнгринский район за 2020 год. В 2020 году бюджет района, как всегда, имел социально значимую направленность. Основная доля расходов пришлась на такие отрасли, как образование, культура, социальная политика, здравоохранение, физическая культура и спорт. На протяжении всего года активно реализовывались 19 муниципальных программ, по каждой из которых подготовлен детальный отчет, представлен вам. Также продолжается переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Также принято решение о подтверждении полномочий депутата Кускова Андрея Николаевича, досрочном прекращении полномочий Цедрик Елены Викторовны по состоянию здоровья, о внесении изменений в устав муниципального образования Нерюнгринский район и назначении публичных слушаний по проекту решения райсовета об утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2020 год. Слушания назначены на 18 мая 2020 года. Работа была за 2020 год проделана очень большая. Год был достаточно сложным, мы все это знаем, но тем не менее администрация Нерюнгринского района
и наши жители с этими задачами справились. Хочу всем сказать спасибо и жителям Нерюнгринского района. Все вопросы предварительно были рассмотрены на депутатских комиссиях, получили положительное заключение, и депутаты подтвердили свое решение путем голосования. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. День пожарной охраны накануне отметили в России. В честь этого с династией пожарных Якутии встретилась депутат Госдумы Галина Данчикова. Напомним, что профессиональный праздник огнеборцев был учрежден в 1999 году. За эти годы пожарная охрана изменялась и совершенствовалась, но смысл работы огнеборцев остался неизменен. Это спасение людей и имущества от огня. Дорогие друзья, я пользуюсь сегодня случаем. Хочу поздравить всех сотрудников пожарной охраны Республики Саха-Якутия, сел, поселков, городов, районов с их профессиональным праздником. Пожелать им здоровья, спокойных трудовых будней. Хочу пожелать им, чтобы у них было спокойно в семье. И, конечно же, хочу пожелать, чтобы наши сотрудники, профессиональные сотрудники пожарной охраны имели для себя очень крепкий тыл, пожелать им счастья и здоровья и успехов. К другим темам. Кражи и угоны – самые распространенные преступления среди несовершеннолетних линчан. И все эти правонарушения происходят в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому ленские полицейские делают упор на профилактические меры. И регулярно проводят рейды по торговым точкам с целью выявления фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. Подробности у Анны Кожевниковой. Берут с поличным продавцов. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних борются с продажей алкоголя своим подопечным. В этом году увеличилось количество фактов такого рода правонарушений. В прошлом году за 3 месяца было выявлено 1 факт продажи несовершеннолетним. В этом году уже было выявлено 2 факта продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. То есть у нас продавцы допускают грубые нарушения, не интересуются возрастом, не спрашивают у несовершеннолетних паспорт, сколько им лет. Именно профилактические меры дают положительный результат в работе по предотвращению малолетней преступности, так как практически все правонарушения подростки совершают в состоянии алкогольного опьянения. На сегодняшнюю дату зарегистрировано 5 преступлений, совершенными несовершеннолетними. Плюс имеются у нас из этих 5 4 повторности, то есть это несовершеннолетние, которые уже находились под следствием, под дознанием, и, будучи под следствием, совершали повторное преступление. Конечно, привлекают к ответственности и родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей. Этим занимается комиссия по делам несовершеннолетних. Так, совместными усилиями работают службы профилактики. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Сегодня в Якутске проходит 2-й день международного турнира памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Он собрал спортсменов из 4 зарубежных стран, а также российских регионов. В нем принимают участие борцы из Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Молдавии, а также 13 регионов России. Всего на ковры Центра спортивной подготовки «Триумф» выйдут 92 борца 2003-2006 годов рождения. Из них 27 хозяева турнира. Соревнования проходят без зрителей. Онлайн-трансляцию можно смотреть на телеканалах НВК «Саха» и «Мамонт», а также на YouTube-каналах. Российская Федерация – это одна из сильнейших команд по регионам. В том числе это сборная России. Здесь выступают 3-е номера, которые буквально 2 недели назад в Иркутске проходило первенство России. И 3-е призеры, кто стал там, участвуют на этом турнире. Также я бы выделил команду Азербайджана. В нем участвует в весовой категории до 70 килограммов Гаджиев, чемпион мира по юниорам. Престиж турнира на самом деле высок, так как именно по молодежи, по юниорам очень мало турниров. То есть я вчера сам подсчитывал, в мире, в Европе, я скажу, где-то около 4 турниров. Это в Турции, я знаю, есть турнир, в Болгарии, в Румынии и в Якутске. И на самом деле, если бы не пандемия, я думаю, было бы очень много зарубежных стран, участников было гораздо больше.
Игры «Манчары», которые пройдут в этом году, презентовали в Москве. Акция прошла в рамках Всероссийского форума «Спортфорум Лайв». Это крупная площадка, которая объединяет бизнесменов, чиновников, экспертов и специалистов спортивной сферы. Подробности у Максима Кардозу. Инновации, продвижение, доступность. Будущее спортивной индустрии России – это главная тема форума. Эксперты со всей страны уверены, что продвигать здоровый образ жизни нужно с детства, а значит, необходимо больше строить спортивных объектов, поддерживать секции и внедрять новые технологии. Спортфорум Лайв в первую очередь, конечно же, это большая деловая площадка, где проходят встречи, подписание соглашений. Но организаторы не забыли и про активности. Здесь можно позаниматься воркаутом, поиграть в теннис, в шахматы и даже познакомиться с масс-рестлингом. У стенда Якутии всем желающим готовы рассказать о наших национальных видах спорта. Тем более, что масс-рестлинг с каждым годом набирает все большую популярность в мире. Кстати, сейчас идет работа по стандартизации регламентов и оборудования для перетягивания палки. Каждый инвентарь получит свои фиксированные габариты и названия. Потому что стандартизация, она является таким важнейшим элементом обеспечения, во-первых, безопасности. Во-вторых, она помогает людям сориентироваться при занятиях этим видом спорта. Какое должно быть изделие, какие у него особенности, какие у него есть факторы риска, как оно должно отличаться одно изделие от другого. В рамках форума состоялась и презентация игр «Манчары-2021», которые пройдут в этом году в Бердянске и объединят сотни спортсменов со всей республики. Причем спартакиада впервые войдет и в федеральную повестку. Мы будем участниками федерального проекта «Спорт нормы жизни», и под ним запускается проект «Спорт Норматур». Это двигатель активности по всей стране. И старт «Спорт Норматур» возьмет с Якутии, с горного района, села Бердянск 6-7 июля этого года. Поэтому мы становимся частью масштабного события по стране. И теперь про игры «Манчары» будут знать везде. И это поможет рассказать о якутских традиционных видах спорта на всероссийском уровне. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. На этом наш выпуск подошел к концу. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.